Сегодня в Нерюнгринской администрации в очередной раз прошло совещание управляющих компаний ТСЖ с региональным оператором «Переработчик». Проблема несвоевременного вывоза мусора в городе до сих пор актуальна. Какие меры были предприняты, расскажет наша коллега Александра Цыбикова. С начала мусорной реформы, ставший единым региональным оператором, МУП «Переработчик» столкнулся с множеством проблем. Это и неполадки технического состояния мусоровозов, разбросанность жилого фонда по городу и, главное, нехватка единиц техники. Все это в совокупности на протяжении года не позволяло своевременно, то есть ежедневно по санитарно-эпидемиологическим нормам вывозить мусор. Сегодня это вывозится в течение 5-6 дней, 10 бывают дома. Вывозится один раз. Что это повлекло? Повлекло увеличение грызунов, крыс, мышей, тараканы пошли. Ну, стараемся вывозить, не считаемся ни со временем, ни с чем. Мы, управляющие компании, вдвойне даже платим людям в вечернее время, которые работают до 10 вечера, до 8 вечера, лишь бы только вывести этот мусор. На совещании присутствовал начальник Роспотребнадзора Сергей Воробьев, который настоятельно рекомендовал переработчику составить четкий график вывоза мусора. В ходе дискуссии было принято решение составить его до 10 декабря, согласовать с управляющими компаниями ТСЖ, чтобы с начала 2020 года работы по вывозу велись по утвержденному графику. Однако, чтобы сократить время обслуживания и не перегонять мусоровоз из одного конца города в другой, важно провести зонирование, о котором еще год назад говорил переработчик и, наконец, был услышан. Мы для себя наметили ряд мер, которые должны способствовать решению данной проблемы с вывозом своевременным мусора из кварталов. Это и зонирование по городу. Потом сегодня нам доложили, что добавится техника новая, объемная, качественная. Мы собираемся также вводить в городе контейнерный сбор мусора. Все эти меры они должны привести к тому, что мы к Новому году должны, в принципе, разобраться с этой проблемой, чтобы больше у нас таких случаев не было. На сегодняшний день по городу на 9 участках работает 6 единиц техники. Поэтому радостной новостью для всех присутствующих явилось обновление парка автотранспортной техники. С 25 ноября мы ввели в эксплуатацию 2 ранее полученных мусоровоза. Один способен вместить в себя до 100 кубических метров отходов. Это задняя загрузка, которая обслуживает жилой фонд. И второй КАМАЗ до 60 кубометров отходов. Он у нас обслуживает в основном сады, школы и дома, где установлены контейнерные баки. Также вчера к нам из города Арзамаса выехал еще один новый автомобиль КАМАЗ, также с боковой загрузкой, который будет задействован на МДЗ. Таким образом, с января 2020 года только у регионального оператора будет задействовано 12 единиц техники, а с привлечением подрядных организаций еще порядка 8. Будем надеяться, что это решит проблему скопления мусора в городе раз и навсегда. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.